Сегодня в Казани проходит заключительный концерт третьего международного Open-Air фестиваля классической музыки «Казанская осень». Он организован Государственным оркестром Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского. Хедлайнер вечера, всемирно известный баритон наших дней Дмитрий Хворостовский, провел репетицию уже накануне. Тогда же выяснилось, что вторая звезда фестиваля Альбина Шагимуратова отказалась выступать в праздничном концерте. Дмитрий Пивоваров продолжит. Open-Air фестиваль – это естественная форма жизнедеятельности любого культурного пространства, где антуражем может быть православный собор, католический монастырь или руины средневекового замка. Возле татарстанского Лувра или Дворца земледельцев вечно зеленая классика впитывается с торжеством чувств и широко открытым взором. Репетиция Дмитрия Хворостовского, который вместо выбывшей из проекта Альбины Шагимуратовой увеличил свое выступление до 2 часов, прошла в стремительном темпе. Площадка возле Дворца земледельцев окажется для звезды новым объектом для работы. 3 года назад, когда мы это задумали и начали реализовывать, несмотря на шквал критики и сомнений, которые сопровождали это новое начинание, я очень рад, потому что мы не прогадали. Мы приглашаем одного из лучших звукорежиссеров страны. Мы приглашаем мирового уровня певцов сегодня, которые показывают высочайший класс. Хворостовскому пришлось изменить программу, добавив к ариям из европейских опер русские мотивы. Ни на каком языке, кроме русского, невозможно добиться совершенства. Но этим постоянно занимаешься, этому уделяешь очень много времени. Ничего тут не поделаешь. Какие бы примеры, блестящие примеры такого полиглотства, вокального полиглотства не были, все равно любой человек может услышать хотя бы какой-то мимолетный акцент. Стремительный отказ выступать вместе с баритоном Альбины Шагимуратовой можно расценить по-разному. Сама же певица сослалась на всеобщее недомогание, и по телефону ее голос казался простуженным. Так что обещанный тугантель в конце концерта не прозвучит. Впрочем, в артистическом мире может быть множество причин, чтобы выйти из такого достаточно роскошного вечера в честь Дня Республики и города. Тайна останется за 7 замками. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».